Все. Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, дорогие предприниматели. Сегодня Общественная палата Республики Саха-Якутия, Комиссия по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и корпоративной социальной ответственности проводит круглый стол на тему антикризисных мер по поддержке предпринимательства в условиях санкций в Республике Саха-Якутия. В Общественной палате эта комиссия работает в составе 12 человек, и председателем у нас является Афанасий Павлович Алексеев. И сегодня мы решили в двухдневный срок собрать нашу комиссию, потому что все видим, какая ситуация у нас сложилась, да? Как работать дальше в условиях санкций. И, конечно, благодарим наше правительство, что создан оперштаб. Давайте я познакомлю сегодня вас с нашим регламентом. На выступающих по 7 минут. Повестка нашего круглого стола пойдет вокруг 3 вопросов. Это основные проблемы предпринимательства в условиях санкций, рост цен и тарифов. Обсуждение антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, обсуждение проекта резолюции с разработкой рекомендаций по решению основных проблем предпринимательства в Республике Саха-Якутия и Российской Федерации. Выступающих у нас, конечно, некоторые спикеры не подошли, но отключите, пожалуйста, микрофон, у кого-то слышны голоса. У нас подключились с оперштаба Никифоров Михаил Викторович, заместитель председателя правительства, не смог подключиться, и вместо него сегодня у нас Максим Михайлович по Zoom подключается. Максим Михайлович, заместитель министра по делам предпринимательства. Значит, давайте я озвучу, да, кто у нас здесь. Кычкина Альбина Егоровна, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха-Якутия. Григорьев Игорь Иннокентьевич, председатель Постоянного комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Илтумен, не смог подключиться, да, насколько я знаю. И, конечно, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» у нас, «Деловая Россия», Союз торгово-промышленная палата и Ассоциация «Сделано в Якутии». Модерировать буду я. На каждого выступающего по 7 минут, и будем работать 1,5 часа, и 21 минуту мы дадим нашим предпринимателям для того, чтобы они смогли озвучить свои вопросы и озвучить ваши предложения. И подключился у нас замминистра предпринимательства и туризма Максим Геннадьевич Карбушев. Позвольте мне сейчас передать слово Афанасию Павловичу Алексееву, председателю комиссии, предпринимателю. Пожалуйста, Афанасий Павлович. Добрый день, участники круглого стола. Как руководитель общественной организации предпринимательского сообщества, нас вот сейчас в данное время, да, волнует вообще очень большой негатив идет в сторону предпринимателей. Даже появляются в сети интернет-призывы непонятные, да, то, что во всей сложившейся этой ситуации якобы виноват бизнес, да. Но, друзья, давайте разберемся, да. Сейчас да, вся торговля, да, зависит от курса доллара, зависит. Мы это знаем. То, что наша страна практически ничего не производит. Мы покупаем товары, да, продавцы, да, покупаем за границу, покупаем за доллары, растамаживаем также за доллары, соответственно, продаем за рубли. И поэтому основной показатель, да, на что мы ориентируемся, это курс доллара. И в этом предприниматели не виноваты, да. И вторая тоже такая ключевая позиция, то, что банк повысил ключевую ставку. Было 9,5%, стало 20%. Это почти 2 с лишним раза увеличилась ключевая ставка. А это влияет на те же кредиты, которые берут предприниматели
рассчитываются. И это все, да, в общем, да, повысило вот эту как бы социальную напряженность, да. Поэтому я хочу обратиться, да, от предпринимательского сообщества, да, от предпринимателей Якутии, да, населению, да, надо быть как-то более сдержанными, да, и надо знать то, что не от нас это все зависит. А это на сегодняшний день это все зависит напрямую от политики государства. Да. И в частности, вот бизнес, да, вот на сегодняшний день столкнулся с очень большой трудностью, да. Тут в зале присутствуют предприниматели, которые работают не первый год, работают десятилетия. На своем примере я уже 30 лет в бизнесе занимаюсь. И вот такого, да, такой ситуации трудной еще не было. Если даже вот раньше были дефолты, инфляции, да, когда доллар поднимался там в 3-4 раза, да, но границы-то были открыты, мы могли работать с зарубежными партнерами, да, поставлять те же товары, и со временем население уже понимало, да, и уже потихоньку как бы вот это все приходило. А сейчас идет полная изоляция. Мы, буквально продав свои товары, да, не можем ничего не приобрести, реально мы ничего не можем сейчас. И вот сейчас, да, вот в республике, да, вот самая главная задача, да, вот нас, предпринимателей, сейчас это, конечно же, продуктовая безопасность. То, что население надо сейчас обеспечить продуктами питания. Сейчас мы видим, да, идет рост цен, да. И насчет вот продуктовой безопасности, да, я вот хочу сказать, да, и заодно обратиться к руководству нашей республики, да, надо снять розовые очки, да, и смотреть уже вот реально на дела, да. Я вот приведу маленький пример, да, из своей практики, да. В прошлом году, мы все помним, да, были масштабные пожары, да. И я был руководителем общественного добровольческого штаба. И мы покупали в оптовых баз, покупали продукты питания. И буквально через месяц, да, уже оптовики стали нам отказывать. Они говорили: ребята, мы сейчас уже не можем вас обеспечить, так как перед нами еще есть обязанность обеспечить население республики теми же продуктами. И тогда я вот узнал то, что у нас вот запасы по продуктам, они вот реально, их оказывается вообще нет. Но если вот кто на продуктовых базах бывает, они все знаете, да, то, что практически продажа идет с полет. Нету огромных баз, там миллионников, да, квадратных метров, где вот хранится вот это все. Это было все в советское время. Сейчас вот этого ничего нет. Вот поэтому сейчас вот насчет вот продуктовых запасов, да, надо думать. То, что по моим подсчетам, да, это где-то месяц-полтора. И больше не будет ничего у нас, будет чисто. И еще, да, второй вопрос немаловажный, то, что у нас вот региональная особенность – это дороги. Мы все знаем, то, что в год один раз только можно поставить продукты питания, это районы Арктики, да, и их труднодоступные районы, села. Это вот сейчас только. А если мы сейчас, предприниматели, не сможем вот этого сделать, да, то тогда будет вообще ситуация очень плохая. Как раз вот сейчас только нам надо заводиться, и вот эта вся трудность, она случилась вот сейчас. И по кредитованию, да, вот тоже вопрос, да, я вот состою в наблюдательном совете фонда поддержки предпринимательства, да, буквально 2 дня назад был очень хороший такой, ну, как бы мы собрались, вот новый совет, да, и там рассматривали вопросы кредитования малого бизнеса, да, вот в наших условиях, да. Да, там очень хорошие механизмы, да, и по проценту, да, вот тоже обговаривали процентную ставку, да, то, что вот сейчас надо нам заводить. И очень хорошее предложение было от Максима Карбышева, да, по Арктике сделать процентную ставку 6% для предпринимателей, да, а по республике 8%. Но тут одна проблема, да, большая, да, то, что этих денег пока нету у республики. И вообще вот намечается, да, где-то стоит до 1 апреля, вот мы разговаривали 2 дня назад, да, до 1 апреля. А мы все понимаем, что до 1 апреля взять этот кредит, да, вот, ну, допустим, тот же 6%, да, заказать куда-то на запад оптовику, это вообще нереально.
Поэтому вот просьба, да, вот сейчас есть с оперштаба, да, представители. И вот этот вопрос надо урегулировать. Буквально вот этот кредит, да, выдать надо предпринимателям сегодня-завтра, чтобы работа шла по максимуму. И, конечно, вот рассмотрение, да, очень хорошо, то, что рассмотрение, да, в фонде предпринимательства – это один день. Это в течение дня. Утром, грубо говоря, заявка пришла, к вечеру уже они отработали и выполнили. Это, конечно, радует очень. И была бы поддержка значительная. Но сейчас надо решить с финансированием. Вот эти 519 миллионов, которые должны поступить на фонд, их надо ускорить. И это было бы очень большой такой, ну, как бы подушкой, да, безопасности, да, не только для бизнеса, но и для населения республики и для населения Арктики. Ну, у меня вкратце все, там по ходу. Хорошо, спасибо, Афанасий Павлович. Ну, мы все предприниматели, которые здесь собрались, и в Zoom у нас порядка 60 человек. Это говорит о том, что есть вовлеченность, и многие сейчас спасают свои бизнесы, многие за то, чтобы сохранять рабочие места, это, конечно, в приоритете. И сегодня работает оперштаб Республики Саха-Якутия. И нас, конечно, интересует, какова будет поддержка местного товаропроизводства, потому что сейчас нужно говорить об импортозамещении, налоговые какие-то послабления, льготные кредиты, и какие направления бизнеса сейчас важно развивать, ну и, конечно, поддержка на всех уровнях. Хотелось бы послушать, конечно, председателя оперштаба, но его нету, и так как Альбина Егоровна Кычкина, наш омбудсмен, полномочный по правам предпринимателя, мы видим, какую работу она сейчас делает для ну, как бы того, чтобы мы оставались на плаву. И так как она является членом оперштаба, на все вопросы тоже, наверное, ответите, да? Даю слово Альбине Егоровне Кычкиной. Я являюсь членом оперштаба, ну, в республике, в принципе, несколько оперштабов. Один большой оперштаб по устойчивому функционированию экономики создан. Туда меня включили недавно, в конце прошлой недели, и председателем оперштаба является Согласен Сергеевич, глава республики. Есть еще дополнительный оперштаб по потребительским рынкам, где обсуждаются вопросы продовольственной безопасности. Так что вот Афанасий Павлович очень хорошо сказал общие проблемы предпринимателей. Но я хочу что добавить. Действительно, сейчас мы замечаем, и все, наверное, уже... у нас уже у всех есть социальные сети, мы все это видим, в том числе и к нам приходят разные призывы, такие о том, что коммерсанты задрали цены, прямо даже я вот записала коммерсы, задрали цены, не позволим спекулянтам повышать цены, остановим беспредел предпринимателей. На самом деле это очень важная проблема, которую Афанасий Павлович только что сказал. Мы здесь видим призывы против малого и среднего бизнеса. К сожалению, сегодня мы с этим столкнулись, и очень хотелось бы на этой площадке все-таки найти понимание как и предпринимателей, так и общественности в части, что вообще вот сейчас у нас в стране происходит. Сейчас у нас в стране сразу могу вот так дать понимание реально, что происходит. У нас разрушены базовые основы экономики. Действительно, то, что происходило в 90-х годах, это сейчас не идет в сравнении с тем, что было, когда границы были открыты. Это очень немаловажно. И также у нас происходит разрыв логистических схем. Конечно, у нас товары, запасы будут, но они будут поступать не через те каналы, которые раньше поступали, а будут поступать через несколько других стран. Соответственно, цены, конечно, будут повышаться. Это надо понимать. Также повышена ключевая ставка
Это уже самый основной барьер для предпринимателей, потому что уже сейчас ко мне обращаются предприниматели, у которых повысились кредиты, ставки кредитов по уже действующим программам, по тем кредитам, которые они получали ранее. Они должны были закрывать, а тут ставки повысились, и, соответственно, невозможно. А теперь я скажу, почему это в основном на самом-то деле очень страшно для бизнеса. Мы здесь не говорим о развитии бизнеса, мы говорим о сохранении. В принципе, малого и среднего предпринимательства как категории экономической деятельности. Во-первых, 1/9 населения Якутии занято в сфере малого и среднего предпринимательства. Именно малого и среднего предпринимательства, даже не крупного, а именно малого и среднего предпринимательства. У нас более 100 тысяч населения работает в малом и среднем бизнесе. Второе. Что должен сделать индивидуальный предприниматель, если у него не идет бизнес? Он может нормально закрыться. Но для того, чтобы нормально закрыться, предпринимателю, во-первых, необходимо закрыть все свои обязанности, обязательства, в том числе кредитные. Во-вторых, выплатить сотрудникам окончательные расчеты. Мы посчитали, что примерно для того, чтобы индивидуальному предпринимателю в 6 человек, это вообще-то на самом деле вообще маленький микробизнес, это даже небольшой бизнес, это вообще маленький микробизнес, маленький магазинчик, где работает 6 человек. Ему необходимо иметь 2 миллиона, чтобы выплатить окончательные пособия, страховые взносы и так далее. Но это очень большие деньги для вот такого малого бизнеса. Я прекрасно понимаю, что бизнес сейчас не планирует закрываться, но такая ситуация вполне может быть. Теперь, что сейчас происходит именно с нашей продуктовой безопасностью? На самом деле запасы есть, мы это видим. На какой период это все-таки, я думаю, мониторинг у нас проводит Министерство предпринимательства, они нам конкретно про это расскажут. Но что действительно происходит, это то, что многие поставщики на Западе, в Центральной России, перестали отгружать нам товары. Не все вагоны до нас доставляются. И сейчас правительство, в том числе руководство нашего региона, договаривается уже в ручном порядке с РЖД и с правительством Российской Федерации о выделении зеленого коридора. Так что если мы сейчас действительно это все сделаем очень быстро, оперативно, у нас действительно все будет. Другой вопрос, что нам необходимо научиться действительно оперативно работать. Здесь я очень благодарна бизнес-сообществу, который поднимает вот эти вопросы, острые вопросы, не боится поднимать такие острые вопросы на всех площадках, в том числе и на этой площадке. И, соответственно, наша задача давать правительству нашего региона те предложения, которые действительно помогут выстоять в этот сложный период. Так получилось, что все эти санкции у нас совпали с периодом весеннего завоза, но мы это уже проходили, вот такую же практически ситуацию, когда у нас наступил ковид, это тоже было примерно в это время, такие же практически вопросы стояли, и нам тогда удалось полностью решить эти проблемы. Ну, сейчас, да, все сложнее, но, тем не менее, оперативный штаб, несколько создано оперативных штабов, я уже говорю, это не один уже оперативный штаб, они работают практически в круглосуточном режиме. И сразу хочу сказать, с другой стороны, бизнес тоже не позволит оперативным штабам расслабляться. Следующий момент, который я хотела проговорить. Вы сами отказались участвовать в специальной сессии ПАСЕ 14 и 15 марта. Теперь следующий момент, который я хотела проговорить, это меры поддержки, которые сейчас анонсируются во многих
в том числе, ну, через многие каналы, в том числе это федеральные меры поддержки, региональные меры поддержки. Но по региональным мерам поддержки, я думаю, Министерство предпринимательства нам хорошо расскажет. Что касается федеральных мер поддержки, Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, мы считаем, что их недостаточно. Та мера поддержки, которую сейчас анонсируют как мораторий на плановые проверки, здесь, конечно, необходимо добавлять обязательно и внеплановые проверки, потому что мы уже видим, как происходит местами мониторинг цен и запасов. К сожалению, случаи уже есть, когда бизнес говорит о том, что под видом мониторинга происходит реальная проверка запасов и выемка документов. Ну, случаи были, мы, конечно, это все решали у себя в регионе, но мы не гарантированы от того, что такого дальше не повторится. И следующий момент. Сейчас правительство анонсирует выдачу кредитов, которые называются ФОД 3.0. Слышали, наверное, да? Но вот эти кредиты, которые будут выданы, ну, меры поддержки, которые будут выданы через банковскую сферу, мы их уже проходили в 2020-2021 году. ФОД 3.0 у нас работал в 2021 году. К сожалению, им воспользовалось очень малое количество предпринимателей. Причины для этого были. Во-первых, это было ограничение списка пострадавших отраслей. Необходимо было обеспечить определенную численность. Ну, это на самом деле правильно, численность сотрудников предприятия. Но условия там же еще были по моментам выплаты, когда начинать выплачивать полученный кредит. И следующее немаловажное условие – это то, что этот кредит могли получить те, кто в 2020 году смог получить кредит по 2.0. Вот эти все условия, мы хотим, конечно, чтобы таких условий ограничивающих не было, и предлагаем правительству Российской Федерации все-таки выдавать предпринимателям субсидии через банковскую сферу, но те, которые были аналогичны кредиту ФОД 2.0, когда они выдавались на возобновление деятельности, и предприниматели могли не возвращать тело кредита в случае, если численность была сохранена. Вот примерно такие предложения мы еще говорим, в том числе мы говорим предложения по налоговой политике, отменить, в принципе, в Российской Федерации налог на имущество, потому что считаем, что это, в принципе, мертвый налог, который не зависит от дохода предпринимателей. Но у нас в республике налог на имущество с этого года для юридических лиц пока приостановлен. Ну, так, я могу, в принципе, не только рассказывать, но, наверное, будем еще по вопросам. Да, вопросы будут, наверное, задавать наши предприниматели. Я хочу сейчас дать слово нашему Министерству предпринимательства. Тимур Юрьевич не смог подключиться, но те министры, которые с нами в это время работали, Максим Геннадьевич с нами. Максим Геннадьевич, скажите, пожалуйста, какие сегодня меры принимаются и будут приняты в плане для поддержки местного предпринимательства? Ну и вообще в целом, какова сейчас обстановка и на что нам надеяться? Добрый день, Ольга Григорьевна, уважаемые участники сегодняшней встречи. Действительно, Тимур Юрьевич, к сожалению, не смог. Сейчас идет совещание у главы республики по разработке мер поддержки агропромышленного комплекса. Мы с Максимом Михайловичем расскажем вам сегодня о тех мерах, которые, в принципе, у нас на уровне региона приняты, которые прорабатываются с федеральным центром, и немножко я остановлюсь на тех федеральных мерах, которые действуют уже для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Максим Михайлович немного остановится на деятельности как раз суперштаба по продовольственной безопасности и потребительскому рынку. Значит, свое выступление о мерах поддержки я бы хотел разделить на несколько блоков. То есть, в первую очередь, это те федеральные меры, которые уже приняты и которыми могут предприниматели воспользоваться. Да? Кратко я остановлюсь. То есть,
Значит, в части банкротства должников налоговые органы у нас перестали инициировать процедуру банкротства. Кроме того, в Российской Федерации продлено действие программы возмещения бизнесу за использование системы быстрых платежей. До 1 июля эта программа продолжена. Также Федеральная налоговая служба ввела временный запрет на блокировку счетов организации в связи с наличием задолженности. Начинает действовать в Российской Федерации льготная антикризисная программа кредитования по линии крупных банков для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ставка по банковским кредитам, по этим кредитам будет составлять 15% годовых. Ну и кроме того, отдельный большой блок мер принят у нас для сферы IT-отрасли. Республика Саха-Якутия также вносит свои предложения, как в комиссию, которая создана по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Эту правительственную комиссию возглавляет губернатор Калининградской области Алиханов. Кроме того, отдельное предложение мы вносили и в адрес председателя правительства Российской Федерации, в адрес Минпромторга Российской Федерации и в адрес Минэкономразвития Российской Федерации. В частности, были внесены предложения очень актуальные для наших субъектов предпринимательства. Это по повышению предельного порога по упрощенной системе налогообложения. Все вы знаете, бизнес постоянно эти вопросы ставит. Мы предлагаем увеличить порог до 800 миллионов рублей для территории Крайнего Севера и Дальневосточного федерального округа. Также были внесены предложения в правительство России по заморозке процентных ставок по действующим кредитам, по сокращению сроков проведения конкурсов для государственной поддержки предпринимателей. По действующим механизмам срок оказания поддержки очень длительный. Сам конкурс, сам прием документов длится только минимум 30 дней. И в целом конкурсные процедуры могут составлять свыше 70 дней. То есть с момента подачи заявки до получения денег. В частности, вот уже у нас в республике для средств, выделяемых из республиканского бюджета в виде грантов, субсидий, уже срок приема документов сокращен с 30 до 10 дней. Да, следовательно, вот на 20 дней как минимум конкурсная процедура сокращается. Такие же предложения мы внесли на федеральный уровень. Дальше также были внесены предложения по изменению законодательства в части регулирования цен на продукцию, освобождение торговых предприятий, ведущих деятельность в отдаленных труднодоступных территориях от использования онлайн-передачи данных для кассовых аппаратов. Это тоже очень серьезная проблема. Ну и, безусловно, пересмотр условий предоставления кредитов по программе ФОД, которая реализуется в Российской Федерации. Альбина Егоровна вот об этом также говорила. На региональном уровне, как уже было сказано, у нас создан оперативный штаб по повышению устойчивости экономики. Руководит этим штабом глава нашей республики Александр Сергеевич Николаев. И, в частности, уже данным оперштабом тоже наработаны определенные меры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Я их разделю по блокам. В первую очередь, это меры налоговой поддержки предпринимателей. В частности, предлагается и предполагается снижение ставок по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений. Это 1% от доходов и 5% дохода минус расходы для предпринимателей. В общей сложности такая мера налоговой поддержки оценивается в 2,5 миллиарда рублей. То есть бюджет республики и бюджет в большей части муниципальных образований недополучит порядка 2,5 миллионов рублей. Эти деньги бизнес сможет потратить, скажем, сэкономленные на обеспечение своей деятельности. Также очень злободневный вопрос – это введение налога на имущество от кадастровой стоимости для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Предлагается перенос срока введения этого налога, он должен быть в этом году уже заработать, переносится на год. Также приостанавливается требование об отсутствии налоговой задолженности у предпринимателей в целях применения региональных налоговых льгот. Ранее такое требование обязательно действовало. Следующий блок – это меры финансовой поддержки.
как Афанасий Павлович сказал, вот буквально позавчера мы на наблюдательном совете Фонда развития предпринимательства приняли ряд кардинальных мер по поддержке бизнеса. В частности, мы установили кредитные каникулы для заемщиков Фонда развития предпринимательства, утвердили новый кредитный продукт, ставка его от 6 до 8% годовых, объем займа до 5 миллионов рублей для предприятий торговли в первую очередь. На это выделяется фонду 300 миллионов рублей. Также льготный продукт для других отраслей деятельности практически под аналогичные условия. На это выделяется из республиканского бюджета 219 миллионов рублей. Разработан совместно с региональным банком, Алмаз-Регионбанком, очень хороший продукт для предприятий торговли. Это льготные кредиты, банковские кредиты для крупных, скажем так, более торговых предприятий, потому что наш фонд может выдавать займы только в размере до 5 миллионов рублей, максимальная ставка, максимальная сумма, это регулируется законом Российской Федерации. Банк же может выдавать и в большем объеме, в больших размерах кредитные средства. Мы разработали совместно с Алмаз-Регионбанком такой продукт. Будем субсидировать Алмаз-Регионбанку проценты, часть процентов, скажем так, выпадающих для него. И для этого выделяем из республиканского бюджета 150 миллионов рублей Алмаз-Регионбанку, которые позволят этому банку выдать порядка 2 миллиардов кредитов по ставке 8% годовых. То есть предприниматели, крупные торговые предприятия в первую очередь могут получить вот такие льготные кредиты в банке. 8% годовых и общая сумма кредитов порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, у нас расширен механизм поручительства со стороны Фонда развития предпринимательства для предоставления залогового поручительства перед кредитами в других банках. На это также выделяется порядка 150 миллионов рублей. Большая работа проведена по созданию и формированию фонда промышленности в нашей республике. На эти средства в республиканском бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей, и на эти 100 миллионов рублей в этом году республика еще с федерального бюджета привлечет 173 миллиона рублей. Этот фонд промышленности позволит кредитовать уже предприятия промышленности. Далее есть определенные меры, разрабатываются в части государственных закупок. Если бизнес участвует в государственных муниципальных закупках, а в основном это и бизнес в качестве поставщиков, здесь предлагается увеличение объема предоплаты с 30 до 90%, то есть предпринимателям в 90% может производиться предоплата по заключенным контрактам. Ну и, безусловно, меры административной поддержки, в частности, они связаны с отменой ограничений по ковиду. Видите, уже у нас, по сути, из ковидных ограничений остались только маски, да, и дезинфекция. По сути, все ограничения уже сняты. Нет ни одного направления бизнеса, который на сегодняшний момент закрыт, как и другие ограничения. И также отменяются полностью плановые проверки. Вот основные меры по разделам, которые я озвучил, они уже на сегодняшний момент, скажем так, можно сказать, работают, да, либо вот близятся к завершению их принятия, либо разработка нормативно-правовых актов. Но они уже обговорены со всеми другими министерствами, и на оперштабе у главы они одобрены. У меня все, коллеги. Я, безусловно, готов ответить на вопросы. И Максим Михайлович может добавить, да, по деятельности оперштаба, который возглавляет Михаил Викторович. Пожалуйста, Максим Михайлович, сразу. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую всех членов Общественной палаты, предпринимателей. По оперштабу у нас, вот Альбина Егоровна правильно тоже отметила, она является членом оперштаба. Оперативно принимаются меры в первую очередь мы ведем мониторинг запасов со всех районов по городу Якутска, и крупным оптом мы договорились напрямую через онлайн-сервисы, заполняем в ежедневном режиме свои запасы.
Для чего это делается? Для того, чтобы обеспечить необходимость мониторинга и принятия оперативных мер по пересмотру и принятию отдельных мер по тем или иным нашим населенным пунктам. Да? Большие опасения вызывает наличие запасов в настоящий момент по отдельным видам. Это, например, по сахару. У нас запасы оптовой торговли практически исчерпались. Соответственно, есть вопросы по рознице. По рознице, особенно в районах, для предприятий, которые закупались у оптовых поставщиков из города Якутска или из Нижнего Вестяха, вот по сахару есть проблемы. Соответственно, в рознице введены нормы по отпуску определенного количества, лимитирования отпуска в одни руки, так называемые. Да? Эта норма вводится не только у нас в республике, а во всех регионах Российской Федерации, в том числе крупных оптовых сетях, розничных сетях Центральной России. Примеры, я думаю, вы увидели. Соответственно, Минпромторгом в том числе было направлено соответствующее информационное письмо для всех объединений предпринимателей, занятых в сфере торговли. Норма вводится для того, чтобы обеспечить наличие на полках определенных видов товаров, по которым возможен повышенный спрос, да, и в том числе для предупреждения необоснованного закупа больших объемов товаров отдельными гражданами, возможно, для дальнейшей перепродажи. Слово «спекулянт», конечно, очень плохое, но такие моменты у нас имеются. Мы даже на самом деле, наши предприниматели, одни из первых по всей России даже вводили эти нормы. У нас фотографии появились намного раньше, чем в крупных торговых сетях центральной полосы России. Эту норму нужно понимать, и, соответственно, бизнес четко понимает, и, соответственно, мы сейчас правильно транслируем это для населения, чтобы был обязательное наличие на полках и равный доступ к определенным видам товаров, по которым намечается не дефицит, а уменьшение количества на складах тех или иных торговых предприятий. Были перебои с определенный момент, особенно в выходные дни, по загрузке полок по отдельным магазинам. Даже сегодня поступила информация, что по Южной Якутии ряд предпринимателей ввели норму продажи в день. Соответственно, до обеда, грубо говоря, отдельные виды продуктов, они уже заканчиваются, потому что они нормируют отпуск ежедневно. Грубо говоря, не более одного мешка расфасованного сахара в день они выставляют на продажу в розницу, соответственно, он заканчивается в определенное время. Второе, по закупу для предпринимателей у нас оперштаб оперативно работает, в связке мы работаем, в частности, по закупу дефицитного сахара производители действительно сейчас не осуществляют отгрузку, но нам удалось наладить вопрос с Сахарсоюзом. Конечно же, не в полной мере, но они нашу заявку удовлетворяют. В частности, для 2 компаний на прошлой неделе была отгрузка 3 вагонов осуществлена. 1 для Южной Якутии и 2 для предпринимателя, занятого в городе Якутске. И буквально вчера Ульяновский завод, он тоже отгрузил 3 вагона для предпринимателей из города Якутска. Эту работу мы ведем в оперативном порядке. Кроме того, совместно с Министерством транспорта осуществляем сбор номеров вагонов либо станций отгрузки на железнодорожных путях, где не осуществляется поставка вагонов. То есть, правильно Альбина Егоровна отметила, буквально в ручном режиме Минтранс у нас работает. Второе направление – это усиление работы по отгрузке на станции Нижний Вестях. Министерством транспорта сейчас с 3 часов я должен подключиться, оперштаб Минтранса будет, где все транспортные компании будут, в том числе АЯМ наш, ЖДЯ, и подрядчики, которые осуществляют отгрузку кранами на станции Нижний Вестях. И, соответственно, там будем решать, и перевозчики, в том числе поездов. И там у нас будут определенные вопросы, будем решать по логистике отгрузки.
будет сейчас, вот мы сегодня предложим табло рейсов, грубо говоря, да, доступное для заказчиков, получателей грузов. Оно не для широкого круга, понятно, предназначено. Заказчики будут знать, что, грубо говоря, в 2 часа ночи завтра на станцию Нижний Бестяг прибывает его вагон, и ему нужно определенно, оперативно сфокусироваться и иметь грузчиков и соответствующую разгрузку обеспечить в это время. Отдельная работа по грузчикам ведется совместно с УФСИН, привлекаются граждане, находящиеся в этих местах не столь отдаленных. Здесь хочу сразу заверить, такая же аналогичная практика у нас была, и она на самом деле практикуется почти в каждое межсезонье. УФСИН мы очень много привлекали в пандемийный год. В 2020 году, тоже весной, 2 года назад, в это же время мы вот так вот сидели с ними, и они выделяли вот столько-то человек в это время для этого предпринимателя поставить, быть там в станции Нижний Бестяг. Сопровождение, транспорт, они сами все организуют, на месте только нужно руководить, как и куда загружать на транспорт предпринимателей. Отдельные вопросы решаются по западной пути. Там, как вы знаете, Верховье Лены, оно закрывается пораньше. 25 числа нормативный срок был, марта, на следующей неделе буквально. Соответственно, здесь пересмотр срока по фактической погоде всех переправ ведется Минтрансом в ежедневном режиме, что в Верховье Лены, что в других бассейнах рек, да. И отдельная работа ведется с Транснефтью. Транснефть Восток, с руководителем Минтранс уже на связи, Чеплянский Денис Петрович, с ним уже Дмитрий Дмитриевич Садовников уже разговаривал, и по снижению и вообще обнулению ставок пропуска на вот этих станциях КПП, шлагбаумы, знаете, транспортные дороги, и вдоль трассовые проезды, там осуществляется по квотам, да. Эта работа проводится с Мирнинским районом и Ленским районом на связи, и оперативно мы даем номера тех или иных автомобилей, автофур, и, соответственно, передаем этим товарищам. Вот это у нас налажено. Дальше отдельная работа, по мерам поддержки понятно. Опасения также вызывают по детскому питанию. К сожалению, поставщики из импортного детского питания, и даже если это лейбл иностранный, они приостановили свое производство и, соответственно, отгрузку. Но с Минпромторгом сейчас общались, местные производители детского питания уже начали эту работу, мы их контакты рекламируем, передаем нашим предпринимателям. И, кроме того, Минсельхоз по детской молочной кухне сейчас с ФПК Туймада уже принимают оперативные решения по выпуску молочных изделий для детей. Отдельные вопросы также вызывают опасения работы контрольно-кассовой техники. Как вы знаете, ленточная бумага для контрольно-кассовой техники, она практически вся была импортная. Здесь мы заблаговременно с Минпромторгом связывались. Они нам дали 3 поставщиков внутри Российской Федерации, производителей этой бумаги. Сейчас нами этот список направлен в адрес предприятий, которые осуществляют эту продажу на территории республики, чтобы они у них закупились. Но действительно цена на эту кассовую ленту, она возросла. Рулон, если вчера стоил 95 рублей, сейчас он уже продается по 250 рублей. Понятно, какие затраты для каждой кассы, для торговли это будет иметь. Кроме того, по ККТ предложение направлено в адрес Мишустина, правительства Российской Федерации, чтобы установить санкции в отношении, штрафные санкции для предприятий торговли в первую очередь. И самое главное, это более технический вопрос. Все мы знаем, что без загрузки этой ленты в контрольно-кассовую технику, контрольная кассовая техника не осуществляет работу, соответственно, не отбивает товары, и у предприятий торговли не будет возможности отпустить этот товар в руки. По запасам ККТ бумаги, в принципе, она в республике имеется. Ее хватит как минимум до мая месяца.
но опережающую работу с поставщиками данного вида продукции для предпринимателей мы уже осуществляем. У меня вкратце все. Спасибо. Спасибо, Максим Михайлович. У вас остается совсем мало времени, вы подключаетесь на другое совещание, поэтому я предлагаю выслушать вопросы предпринимателей, которые будут адресованы вам. Пожалуйста, из присутствующих здесь в зале. Я Максиму Геннадьевичу скажу, что мы еще не осветили не в моем докладе, да, Максим Геннадьевич, можете нам подтвердить, точнее сказать информацию, когда будет отсрочка по налогам приниматься на региональном уровне за 2021 год? Отсрочка по налогам, но такое решение еще не принято. Это Минэкономики нашей республики должны внести же изменения в закон о налоговой политике. Да, подождите, до 25 апреля и до нужна отсрочка предпринимателей. Я понимаю, что вы поплатили, но многие все равно просят. Нужно. Максим Геннадьевич, поднимите вопрос, пожалуйста, с Минэкономики. Коллеги, добрый день. Можно я тоже задам вопрос? Иван Евгеньевич. Да, коллеги, добрый день. Максим Геннадьевич, это в рамках компетенции республики отсрочка налогов на 2021 год? Альбина Егоровна, это же федеральная компетенция вроде. Нет, по налогам, в части региональных налогов. У нас имущественный налог – это региональный налог, а УСН – это у нас федеральный налог. УСН всегда был региональным. Если вы работали, знали. УСН федеральный налог оплачивается в регион. А речь идет про то, что Минэкономразвитие передало субъектам возможность решать по федеральным налогам, уплачиваемым в регион. Максим Геннадьевич. А вообще можно весь список, по каким налогам регион может принять решение? Потому что, видите, путаница идет. Одни говорят одно, другие говорят второе, предприниматели в замешательстве. Есть возможность. Мы написали письмо от Деловой России в нашу налоговую. Пока ответа нету, я смотрю, в переписке есть какая-то активность. Какую-то официальную позицию. Есть отсрочка, нету отсрочка. Примем мы это решение, не примем мы это решение. Как это можно ускорить? Потому что платить-то уже надо за 2021 год. Предпринимателю все равно какие, региональные. У нас есть группа с налоговой. Мы давайте на уровне нашей рабочей группы вопрос налогов поставим обязательно. Давайте мы сейчас послушаем вопросы, которые у нас назрели для Министерства Для Министерства предпринимательства, пока вы в курсе, на связи, да, пока не ушли на другое совещание, да, у меня какие, думаю, что проблемы нужно освещать. Во-первых, вчера, например, «Справедливая Россия» выдвинула, что инициировала, что отмените Платон на территории Российской Федерации. Да? «Справедливая Россия» все-таки не такая многочисленная, что может этот вопрос решить. Мне кажется, на уровне тоже всех партий, всех общественных движений, министерств и нашего, например, региона нужно было поддержать, что Платон нам не нужен. Да? Если подумать, что у нас нет и дорог на север, а мы еще добавляем, что оплатить еще этот Платон, да? Потом нужно отменить маркировку лекарств и товаров сельского хозяйства. В прошлом году, например, мои родственники не могли сдать мясо, потому что маркировку не предоставлял ветеринар. Да? Я не знаю, кто это лоббировал внутри Госдумы, но получается, местное производство убивает из-за этой маркировки. Да? Скажи, а сейчас говядина 500 рублей за килограмм стоит. А вы знаете, да, но это местные не могут сдать. Надо думать об этом, да? Потом, например, как всегда, у меня узкая проблема по госзакупкам, да? Я всегда работаю по ним, да? Вот сейчас, например, форс-мажор, да, из-за того, что многие, кто в феврале участвовал в аукционах, заказчики требовали импортное оборудование, тоже медицинское, да? А получается, как часть все закрылась, и получается, люди зависли в таком состоянии, что заказчики имеют право нести их вредственно недобросовестно. Но по большому счету это форс-мажор. Но на уровне России торгово-промышленная палата может выдавать эти документы. У нас ТПП тоже есть, да, но хотелось бы, чтобы их усилили, да, пусть там Минпред юристами, там, уполномоченный, но бумажки о том, что это форс-мажор и вносить в реестры недобросовестных таких предпринимателей не стоит, да, нужно давать оперативно.
Поэтому при этом, получается, если идти через торгово-промышленную палату, стоимость будет 13 600. Вполне возможно, если юристы Минпреда и уполномоченного присоединятся, хотя бы не такие большие будут. Все-таки 13 600 за каждую бумажку, это дороговато, да? Ну, конечно, не хочется попадать в эти реестры, да? Но это нужно делать сейчас. Потому что исполнение контракта у них может быть там написано в течение года, но реально мы все понимаем, что вряд ли импортное оборудование, либо стройматериалы, либо лекарства можно будет привести к этому сроку, да? И многие предприниматели зависнут. Потом вот сейчас для меня, например, было очень приятно узнать, что есть понятие авансирования, потому что я работаю по газукубкам 8 лет. Меня ни разу не авансировали, да? А сейчас, получается, оказывается, даже от 30 до 90 можно, да, процентов. Но хотелось бы, чтобы вы работали с тем же центром закупок и со всеми министерствами. Вот я, например, когда слышу скандал на уровне Минздрава, что они 200 миллионов посылают московской фирме, у меня небольшой шок. А почему мне, например, не могли хотя бы без аванса дать этот контракт, да? Почему? И ни с кем местным не работают. И большая вина в этом Министерство предпринимательства. Потому что в свое время Солодов давал поручение организовать реестры местных фирм надежных, да, местных поставщиков и производителей. Минпред это во времена высоких не сделал. Я в свое время разговаривала с Максимом Прокопьевым, да, и он обвинял меня в том, что я хочу на этом заработать. Я, бедная, мне даже возмущалась. Я не хотела на этом заработать, но, наверное, надо было зарабатывать, да. Но вот, например, когда во время пандемии в хозмаркете покупали костюмы рыболовов и давали, что это СИС, я понимала, что просто те же больницы не в курсе, что есть моя фирма, которая действительно имеет СИЗО, да? Они в костюмах рыболовов должны были ходить, как людей лечить. И по большому счету, когда говорили, а вот закупили по каким-то завышенным ценам канцтовары в хозмаркете. Почему? Потому что в хозмаркете они вот как на бытовом уровне знают, Максим Прокопьев, что там есть, да, и идет. А есть куча фирм, которые специализируются на канцтоварах. Но у этого реестра нет, и, соответственно, те же бедные заказчики, они зависают. А сейчас получается состояние такое, что у нас все счета действительно в течение одного дня. Если мне сейчас скажут, Сардана Викторовна, привезите памперс, я говорю, я могу, но вы поймите, что я должна заплатить сегодня, а у меня оборотных средств нету. А они мне даже аванс не то, что 30%, ну 90%, 30% никто не отправил. И они не знают, что они имеют право. Те же заказчики сидят, которые внутри министерства, да, они не в курсе. Почему вы это между собой-то не общаетесь, не могу понять. Спасибо. И потом после этого закупаете непонятно где, непонятно что. Да, были первые два вопроса и предложения. Да, первое предложение. Все-таки на уровне всех министерств и на всех, именно деловая опора, ТПП, просим отменить Платон и маркировку лекарств и сельхозпродукции. Но если, например, маркировка идет там предметов роскоши, да, мне все равно. Но почему маркируют лекарства, и мы потом в течение, например, 10 дней не можем получить, потому что каждую штуку надо маркировать. Понятно ваше предложение. Я комментирую, да? Да. Ага. На самом деле очень хорошее предложение. По Платону, мне кажется, тут не только Министерство предпринимательства, но всем бизнес-объединениям надо поддержать. Письма должны идти от всех. Да, и по лекарствам абсолютно поддерживаю. Я просто сказала, что мы за то, чтобы маркировку в принципе отменить. По мясу там маркировка не проводится, там ветеринары не давали справку. Это лично моим родственникам. Это не маркировка, это меркурий. Это тоже надо отменить. Не надо делать. Второй момент. У нас планируется в республике маркировка молочной продукции. Здесь, не республика Российской Федерации, здесь, конечно, в первую очередь, мы пока отсрочили до конца 2022 года, мы смогли это сделать, но с 1 декабря планируется маркировка молока и так далее. Здесь, конечно, нам необходимо всем тоже отработать, потому что мы по маркировке молочной продукции в прошлом году смогли отменить для труднодоступных районов республики и Дальнего Востока, в принципе, для труднодоступных. Про это как-то мы мало говорили, но мы это смогли на федеральном уровне сделать. А сейчас надо по всем товарным группам сделать то же самое. Во-первых, то, что маркировку в принципе надо отменять, я абсолютно согласна. Теперь по госзакупкам. Я слышала, что можно применять аналоги
Но, честно говоря, не знаю, насколько... Нельзя, если контракт у вас прописан, тех заданий должно быть... Это принятое решение буквально на днях, но я не слышала, что оно уже вступило в силу. Ага, теперь по форс-мажору. Форс-мажор ТПП может предоставлять, у них в законе это есть, к сожалению, ни у кого, кроме ТПП, в законе этого нет. Но, возможно, можно ввести изменения в институт уполномоченного, тоже я согласна. Реестр местных поставщиков абсолютно согласна. Нужен. Уже много лет мы про это говорим. Спасибо, Альбина Егоровна. Давайте включите микрофон Максиму Михайловичу. Да, спасибо за вопрос, Сарданой Викторовной. В части маркировки продукции здесь у нас, ну и в целом по Российской Федерации позиция одинаковая. Минпромторг вначале там были новости о приостановлении маркировки отдельных видов продукции, вообще, то есть всех, да, маркировки. Но потом вышло информационное письмо Минпромторга, что перенос сроков уже введенных по введенным видам товаров маркировки не будет. В первую очередь это вызвано тем, чтобы не допустить на рынок Российской Федерации контрафактных видов товаров, которые имеют место быть уже маркированы. Вы знаете, это начиная от меховых изделий, обуви, табаком, лекарственными препаратами, что маркировка – это сейчас единственный инструмент, сдерживающий приток нелегальной продукции, контрафактной продукции в Российскую Федерацию. Вот этим инструментом апеллируют. В части закупок я, наверное, не смогу сказать. Максим Геннадьевич, поможете? Да? В части закупок, значит, вот это решение, да, которое по установлению максимального объема финансирования предоплаты, это решение оперштаба, да, которое, безусловно, будет выполняться всеми органами исполнительной власти и, соответственно, всеми государственными заказчиками. То есть это не только по закупкам, связанным с Минпредом. Это и Минздрав, там, и Минобр. Все должны будут придерживаться этих решений. То, что касается реестра местных товаропроизводителей, значит, он у нас формируется. Суть реестра будет завязана на то, что заказчики будут формировать начальную максимальную цену именно от предложений местных товаропроизводителей. Потому что сами конкурсные процедуры, да, сами закупки мы не можем с точки зрения антимонопольного законодательства разделять на местных поставщиков либо не местных поставщиков. То есть для обоснования начальной максимальной цены будут использоваться данные местных товаропроизводителей, а уже сами закупки, безусловно, все на равных условиях смогут. Товаропроизводителей и поставщиков. Потому что на самом деле те же поставщики же нужны местные. Вот на самом деле, вот то, что Минздрав закупал, это же фирма была не производитель. И вы, получается, опять сделаете так, что а мы что можем произвести, и в конце концов все закупаете, получается, где-то там. Вот реально, да, вы хотя бы один раз вы сходили бы вот на проектный офис, который мы 2 года убили на это, да, и тогда бы знали. И внутри Минпреда разговаривали между собой. Сколько можно одно и то же нам объяснять-то? И поручение Солодова прочитайте. По крайней мере, у нас получается так, пока Солодов был председателем правительства, его поручение действовало. Да? Стоило человеку уехать, все, мы как будто зависим все от одного барина. Да? У человека была должность. Вот, соответственно, если должность это подписали, это надо было и выполнять. Сколько может-то вот это наступать на одно и то же? Это же он делал не из-за того, что он хозяин этой фирмы, да? Он занимал государственную должность. Раз печать была сделать, то почему вы не можете сделать, я не могу понять. И никакого, на самом деле, между над вами контроля, что вы это не делаете. Дадим слово Надежде Тамотовне, Сабурской, поднимает руку. Подключить микрофон нужно будет. Да, добрый день, уважаемые участники круглого стола. Благодарю за предоставление слова. Вот с кем я не знакома, я представлюсь. Сабурская Надежда Тамотовна, вице-президент торгово-промышленной палаты как раз. Но я тему маркировки пропущу, если позволите, да, вот сразу к закупкам. Вот, да, в самом деле торгово-промышленная палата уполномочена выдавать заключение об обстоятельствах непреодолимой силы, да, о форс-мажоре. И сразу скажу, уважаемые предприниматели,
уже поступил приказ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, да, что вот определенный срок, вот этот самый острый, безвозмездно выдается такое заключение. Поэтому приходите смело. Все меня услышали, да? Все услышали, что безвозмездно. Так, теперь, я хочу предостеречь, коллеги, я сейчас услышала, вот эти обстоятельства такие, как волатильность рубля национальной валюты, повышение цен, рыночных цен, да, на товары, которые вот вы для контракта покупаете, отсутствие товара на рынке, да, потому что ваши поставщики прикрыли пока свои склады, пока, значит, с ценами не определились. Это все судом не признается обстоятельством форс-мажора. Коллеги, так что вы напрасно думаете, что если получите, ну, во-первых, зря потеряете время, да, но если вдруг эксперт не выдаст вам такое заключение, вы сможете получить, что вот это форс-мажор, суд все равно не примет. Так, теперь, что касается, значит, поставщиков по 44-му ФЗ, федеральный центр уже очень оперативно отработал. Здесь есть Максим Михайлович, нет, или уже ушел? Ага, ну Карбушев все равно есть. Так, вот смотрите, так, 8 марта уже внесены изменения в 44-й ФЗ. Смотрите, пункт 65.1 статьи 112. Так, там возможность, невозможность, право и возможность изменения существенных условий контракта уже законодательно запрещено. Существенные условия контракта – это цена, сроки и все такое прочее. Так, одно но, мы говорили это на прошлом большом совещании 9 марта. Регион должен принять, все федеральным законом закреплено, но каждый регион, значит, высший исполнительный орган региона должен для своего региона принять. Понимаете, вот это дело, подтвердить. И на прошлом совещании я говорила, что после событий 2014 года, когда была такая же волатильность, и в 2015 и 2016 году федеральное правительство принимало такие правила для своих федеральных закупок, и тут же давало право субъектам, значит, тоже принимать такие, значит, правила у себя. Субъекты не принимали такие правила, но только не Якутия. В Якутии это не работало. Поэтому 9 марта я очень просила, там правительство было, да, уж на этот раз признайте целесообразность и сразу же начните такой акт разрабатывать. Значит, это должен быть акт высшего органа, да, то есть главы. Но глава-то сам не будет, значит, разрабатывать. Кто должен разрабатывать? Кто сейчас должен подготовить акт, быстро внести, быстро все подписали. Также, если федеральный центр это смог, смотрите, с 24 февраля до 8 марта в закон внести изменения, то и указ тоже должен выйти быстро, или распоряжение. Давайте вот в резолюцию этого круглого стола, давайте определимся, кто. У нас нет госкомитета по закупкам. Кому вот поручить? ГКУ, Центр закупок, как казенное учреждение, не орган власти, он не может разрабатывать, не в полномочиях его. Альбина Егоровна, кто может подготовить и выйти с инициативой на главу, что срочно нужен, закон уже есть, нужен срочный региональный акт. И с этого дня начнет работать вот, значит, это положение. Каким образом? Не автоматом, конечно. Исполнитель выходит в заявительном порядке к заказчику, и по согласованию с заказчиком они решают вопросы сроков и цены. Но... Вопрос регулирования закупок у нас в республике курирует Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Ну, он же как контрольный орган. Он как контрольный орган. Закупок под Минфином. Центр закупок, вы хотите сказать. Ну, хорошо, решите, наверное, да, Альбина Егоровна, прямо в резолюции этого круглого стола. Так. Завтра будет проектный офис, а потом уже контроль, конечно, мы постараемся, чтобы... Сейчас надо непосредственно органу, да хоть непосредственно главе. Чтобы был принят... Первый мы можем сами. Что? Разработать акт? Разрабатывает акт не любой человек с улицы, и даже неуважаемый, так сказать, вообще, извиняюсь, вот круглый стол.
Это же уполномоченный орган должен нормативно-правовой акт разрабатывать. То есть я думаю, что нужно непосредственно к главе обратиться, а уж он скажет, кому там распоряжение в 3 строчек подготовить, хорошо? Ведь оно, кроме текста, еще согласование должно в установленном порядке пройти. Хорошо? Вот, давайте непосредственно главе напишем тогда. Так, теперь, 10 марта уже, да, принято постановление правительства Российской Федерации номер 305, там порядок, там о списании сумм этих неустоек. Если вам заказчик неустойки, так сказать, да, это по государственным контрактам, да, вот есть уже порядок списания сумм неустоек. Вот Сардана Юрьевна и уважаемые поставщики, имейте в виду, что на федеральном уровне уже как бы вот работа очень быстро проведена, так? Теперь вот это списание неустоек, оно, там нет уточнения, каким закупкам, да, государственным, федеральным, региональным там или местным, поэтому оно работает на все закупки, на всю сферу закупок. Вот, пожалуйста, это имейте в виду. Еще там, Сардана Юрьевна, у вас какой-то был, да, вопрос по закупкам, да. Вот так. То есть есть не форс-мажорные, да, значит, не по форс-мажору идти, тем более, что это тупиковый вариант, суд не примет это, а идти вот уже по установленным, так сказать, законам. Если есть поставщики по 223 ФЗ, если есть поставщики, там еще проще, проще, как бы всегда эта схема работала. Там не надо тоже идти за форс-мажором, он по таким обстоятельствам. Есть статья 709 в Гражданском кодексе, так, который наделяет правом подрядчика требовать от заказчика увеличения цены договора, так, при существенном возрастании цен на рынке. Эта статья была и до пандемии, она всегда была, всегда работала. Что такое существенное, Гражданский кодекс не определяет. Но судебная практика показывает, что суды, еще в те спокойные времена, да, до пандемии, что даже увеличение цены на 10%, да, уже как бы признавалось существенным. Ну, вот так вот. То есть уже, значит, есть варианты, значит, здесь работаем. Что касается реестра местных поставщиков, так, я пока вот здесь в Министерстве предпринимательства, так, и кто хорошо знает этот процесс, кто был в Казани, да, в июне на Днях Якутии, там же принималось решение, и оно и в последующем в правительстве несколько раз проводились совещания по региональному маркетинговому центру. Может быть, вот Петр разъяснит, что там произошло. Будет все-таки республика подключаться к региональному маркетинговому центру на базе информационной системы, значит, Татарстана, потому что там не только реестр, там очень много других очень полезных инструментов уже отработано. Хорошо. Спасибо большое. Да, спасибо за ваши очень авторитетные предложения. И я предлагаю вот нашей комиссии вместе с торгово-промышленной палатой тоже встретиться, обсудить, потому что пресловутые вот эти вот наши законы, да, 44-й, 223, они и в сфере местного товаропроизводства нам очень крылья обрубают. Вот. И на законодательном уровне, думаю, что нужна большая работа, как раз-таки вот Мария Николаевна Христофорова к нам с Москвы подключается. Да, слышу, сижу, да, коллеги, здравствуйте. Ольга, Альбина, всех вас вижу, здравствуйте. Вот я все прослушала, я послушала, и вот если касается части поддержки нашего законодательного органа, хочу вам напомнить, что 28-29 апреля наше ближайшее пленарное заседание состоится, и если есть необходимость в срочном порядке вносить в наш парламент эти, значит, ну, как сказать, ратификации вот этих законодательных решений федерального уровня, нам надо поторопиться. Вот, осталось совсем мало времени, и если это необходимо добро нашего парламента, то внутри у нас есть тоже свой регламент, и необходимо, наверное, Альбина, напрямую обратиться к нашему спикеру Алексею Ильичу, да, значит, чтобы ускорить этот процесс. Это первый вопрос, да. Во-вторых, пока мы обсуждаем закупки, я бы хотела тут еще, не упомянули, попросить включить в документ итоговый нашего заседания о том, чтобы крупные промышленные предприятия при своих закупках отдавали предпочтение местным производителям.
Вот. Одно время Министерство предпринимательства очень активно начинало работать в этом направлении. Максим Геннадьевич, помните, вот с крупными компаниями Алроса, нефтегазодобывающими встречались предприниматели и как-то пытались найти общий язык для того, чтобы, если государственные органы, значит, заточены прямо 100%, там от буквы закона никуда отойти не могут, то вот эти компании, в принципе, у них у всех есть свои внутренний распорядок закупок, и они, в принципе, могут какую-то политику протекционизма ввести в отношении местных товаропроизводителей. На самом деле у них потребности очень большие, и те объемы, которые предлагают наши производители, это не столь такие большие, существенные для них, ощутимые, чтобы они там особо, как говорится, под лупой это все смотрели. Это все зависит от руководителя, от его отношения. Вот, допустим, в Мирнинском районе, в Ленском районе, в наших крупных и промышленных, и уже сейчас в аграрных районах много таких и геологических подразделений, и, значит, добывающих компаний. Вот если бы они в отношении местных предпринимателей, особенно сельских, значит, стали у них закупать мясо, молоко. Вот вы все знаете, что с прошлого года у нас работают новые механизмы поддержки села, значит, субсидии на молоко, на мясо, да, и, конечно, нам удалось сохранить благодаря этой поддержке, которую внедрил новые механизмы наш глава, сохранить поголовье. И сейчас, конечно, встает вопрос сбыта этой продукции, и притом сбывать по хорошей цене. Вот сейчас же прозвучало, что бедный товаропроизводитель с этой маркировкой никуда не может податься. А в принципе, значит, эти крупные компании могут этот вопрос отрегулировать внутри себя и эти закупки хорошо внедрять. Спасибо. Спасибо. Очень хорошее предложение. У нас есть вопросы по логистике, да? Логистики, да, это вопрос по логистике. Компания «Строймодерн», Арсений Дмитрий. Производство, переработка в Нижних Бестях, вот в этом году, в прошлом году мы столкнулись с настоящим произволом. Значит, там всего две компании, если сравнивать, две компании переработчиков. Если сравнивать с теми же переработчиками города Нерюнгри, цены просто в разы на переработку вагонов и контейнеров на ТЛЦ города в Нижнем Бестяке, они завышены. Значит, если в прошлом году в июне мы платили за переработку строительных материалов, вагон строительных материалов 56 тысяч, значит, с приходом нового собственника в июле начали платить уже 70. Осенью, в октябре, счета за переработку вагонов нам начали поступать по 120 тысяч за один вагон вместе с хранением. Значит, таких цен, роста таких цен мы никак не ожидали. Наши поставки здесь, вот мы сами переработчики, эти вагоны, эти стройматериалы приходят на нашу базу и дальше по республике уходят на социальные объекты республики, на коммерческие объекты. По просьбе, допустим, наших покупателей, мы храним сами у себя на базе этот материал, мы никогда за хранение никаких денег не берем. У меня как бы рекомендации, да, разговаривали с одним из директоров этой базы переработки, там ДСС, класс нам сбыт. Он говорит, какие мы вам цены скажем, а какие вы будете платить, никуда вы не будете. Такой был ответ. Здесь из наши объекты, это сейчас в городе и онкологический, да, республиканский центр. У нас были заключены долгосрочные контракты. Естественно, мы попали. То есть мы закладывали 56 тысяч за переработку вагонов. Всю зиму мы платили по 120 тысяч. Да, я добавлю, да, тут напрашивается вопрос, да, то, что зачем устроили вот эту железную дорогу, вообще спрашивается. Если предпринимателю, да, намного выгоднее, да, привезти с Нерюнгри на машине. В Нерюнгри 20 тысяч. Да, в Нерюнгри 20 тысяч, а здесь 120 тысяч переработка. Зачем тогда железная дорога строилась вообще? У меня вот предложение, я не знаю, чтобы Минтранс все-таки разобрался с
В Нижнем Бесяке всего 2 основных переработчика, хотя бы на момент межсезонья ледостава отменить там хранение, потому что сейчас время все-таки работает против нас, и чем больше грузов сейчас придет, желательно, чтобы они хранились до организации переправы уже на паромах товаров. Хорошо, спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Альбина Егоровна, наверное, зайдете, да? Нет, я не займусь, Нет, потому что с пенетрацией нужно будет. Меня интересует вопрос, а вы обращались в УФАС? Нет, я не обращаюсь. УФАС. А кто сможет прокомментировать? Ну, УФАС, да, я как бы обращался, мне сказали, что это коммерческая структура по переработке медиаций, и влияние на них. Ну, смотрите, если там вы говорите, ну, коммерческая структура, поэтому я, к сожалению, не смогу, наверное, заняться, но тем не менее, если там я получила, да? Что я скажу? 2 переработчика основных, это уже какие-то здесь уже либо могут быть моменты картельного сговора, либо какой-то там монополии, да? Это все равно надо выяснить. И давайте вместе с бизнес-объединениями мы попробуем Напишите, да? Через общественную палату это нужно. Ну, такое можно выбрать. Это как Можно я добавлю, да, Альбина? Вот как раз сейчас очень большая же работа ведется по этому зеленому коридору, и надо вот этот вопрос просто туда встроить, потому что там уже запущены механизмы на федеральном уровне. И поэтому вот этот вопрос, который действительно резонный, железная дорога, для чего, почему и как, да? И для того, чтобы не шла вот такая, скажем, двойные стандарты. С одной стороны, типа о контейнерах радеем, а их переработка золотая. Но так же не должно быть. Давайте эту цепочку всю рассматривайте в комплексе. Включите туда, предложите. Штат по запасам, я там подняла этот вопрос для начала. Спасибо. Давайте вот опора России у нас, получается, Александр Ариносов. Председатель опоры России Ремонт Александр. У нас вот такой вопрос. Альбина Егоровна как раз озвучивала вопрос. Это помощи предпринимателям в части, получается, сохранения штата работников. Вы все знают о том, что штат работников не у всех такой достаточно большой, который может сохранять и воспользоваться под 3. Между тем, у нас вот Минтруд буквально вот вчера выпустил уже рекомендации для работников, потому что у предпринимателей есть обязанность содержать этих работников в течение 2-3 месяцев. К сожалению, маленький бизнес не может содержать себе, позволить содержать этих работников в течение 2-3 месяцев. Поэтому вот, есть предложение разработать, может быть, какие-то механизмы помимо ПОД-3 по поддержке малого и среднего бизнеса, вот именно чтобы, может быть, к части обязательно взяла на себя государство по выплате каких-то пособий освободившимся работникам. И тут нужно понимать о том, что увольняя работников, бизнес пока реструктуризируется. И если это позволит в следующем бизнесу быстро освободиться от работников, то он восстановится быстро и опять же начнется восстанавливать. А содержать работников бизнесу будет очень просто. Вот в этой части, я думаю, нам нужно вот как-то посмотреть еще предложения, кроме вот ПОД-3. И при том у нас вот ПОД-3 вроде бы мы говорим, есть программа, но условия этой программы мы еще до конца, допустим, для предпринимателя не определены. Вот этой части, я считаю, нужно вот отработать. И мы еще не озвучили вот это по УСНу. То есть мы много говорим о том, что на республиканском уровне принимаются меры по снижению УСН до 1,5%. Но пока большой вопрос это по предельному доходу по УСН. То есть мы сейчас знаем о том, что предельный доход установлен в размере 150 миллионов рублей. И пока не оглашено, что сделано в этой части, чтобы повысить, потому что цены повысились, а получается оборотные предельные еще. Кстати, вот это... Да, просто сказали, что УСН снизился, поэтому... Нет, кстати, повышение УСН сохранит рабочие места. Максим Геннадьевич, все взаимосвязано. Максим Геннадьевич. Да, коллеги, в части упрощенной системы налогообложения я же говорил, что помимо снижения ставок, которые принимаются у нас в республике, да, мы обратились и в Минэкономразвития Российской Федерации, и к председателю правительства Российской Федерации
по повышению лимита, да, предельного объема по упрощенной системе налогообложения для территорий арктических территорий и ДВФО до 800 миллионов рублей. И в республиканский план вот у нас это тоже вошло, и мы вот все обращения отправили. Хорошо. Максим Геннадьевич, мы еще сформировали письмо сегодня с утра и отправили на вашу почту предложение в 13 пунктах сделано в Якутии. Я не буду отнимать время. У нас это все отрабатывается. Просто у нас остается всего 6 минут, и 30 минут закончим. Можно, да? Да, пожалуйста. Я от имени строителей хотел бы такой вопрос поднять. Конечно, это вопрос уже Министерства строительства. Бычков поднимает, решает, старается. Но я хотел бы от имени Общественной палаты тоже бы поднять такой вопрос, что у нас все строительство – это как бы один из локомотивов экономики России. Здесь многое у нас зависит от ипотеки. Дальневосточную ипотеку сохранить желательно. Желательно сохранить, чтобы ипотечные ставки, которые были до этого, потому что народ сейчас не может, если сейчас цены поднимутся, народ не может дальше платить. Зарплаты не подняты, а ипотека, если поднимется, в итоге, если народ не будет платить, то у нас и стройки остановятся. Вот эти два основных вопроса. Ну и по то, что по повышению строительных материалов, тут тоже надо бы ходатайствовать о том, чтобы наши российские хотя бы материалы, какие есть, чтобы они уже не повышались. Это я не знаю, каким образом это решать, но чтобы тут тоже не было никаких картельных, ничего не было, чтобы УФАС, чтобы тут работал, чтобы все материалы российского, чтобы российские материалы, чтобы они тоже желательно не повышались. Ну вот если эти основные вопросы то решим, то строительство мы как бы сохраним на том позиции, какой мы строители можем дальше работать. Спасибо, Георгий Олегович. Очень важные рекомендации, предложения. Вот. Я надеюсь, что в сфере строительства у нас поддержка будет и в сфере местного товаропроизводства, как вот, наша глава отмечает. Так. У нас еще есть вопросы, да, в зале? Можно вопрос задать? Город Нерюнгри. Да, Валентина Кузнецова. Да, добрый день, коллеги. Я пока не в Нерюнгри нахожусь, и прям с удовольствием и с большим вниманием слушаю, сопереживаю и поддерживаю каждого из выступающих. Конечно, мы очень переживаем за сложившуюся ситуацию, но я немножко хотела бы вот какой вопрос поднять. Дело в том, что мы сейчас, конечно, очень сильно напрягаем министерство, мы сейчас сильно напрягаем как контролирующие структуры, значит, для помощи и поддержки бизнеса. Но мне бы хотелось здесь добавить, здесь бизнес напрямую должен работать и с муниципалитетами, с руководителями города, значит, главы района, потому что вот сейчас говорим мы о закупках, приятно то, что, допустим, Алроса работает, там, значит, Транснефть работает, но какие они, что они покупают? Да, они покупают, значит, продукты местного производства, это овощи, фрукты, а основные поставки, это я вот за свой бизнес говорю, у меня бизнес металлопроката, это, вы видите, на протяжении вот периода коронавируса и сейчас скачки цен просто колоссальные. Я как предприниматель, который ничего не умеет делать, как работать только с металлом, так скажем, ну, я имею в виду, это мой основной бизнес. Мне, конечно, это очень тяжело, потому что я не могу сдержать цену. У меня порядка 350 контрагентов, от которых я получаю, так скажем, негатив, потому что я, и продав сейчас по цене, допустим, одной, я просто физически я не закуплю. Это раз. Потом, по поводу закупок и тендеров. С нами не будут работать. Это я вам говорю, что с нами, местными поставщиками, как вот металлопроката, со мною конкретно не работают. Я работаю с приезжими, а местные не работают. То есть вот водоканал, допустим, да, он едет где-то закупает, значит, там перекупает.
А я не могу цену поставить завода, вы мне прекрасно понимаете, вот Дмитрий Дмитриевич сказал, что переработка просто сумасшедшая. Ну, я в Нерюнгри, да, но я на базе, то есть у меня огромная территория, которую обслуживают, допустим, вот я на Яусе, это зарплата, то есть я не могу людей тоже без зарплаты оставлять, то есть я поддерживаю так уровень достойный, поэтому это все в цене. Вот если бы муниципалитет, а муниципалитет все-таки это государственная структура, хотя бы я не прошу там эти 15%, которые там они должны, но хотя бы с одним из двух поставщиков стройматериалов и вот металлопроката. Я в Южной Якутии одна поставщик металлопроката, а со мной не работает. Я уж не говорю, там Колмар, это вообще структура, которая частная, там просить. Вот, а как выжить? Вот как выжить? А я могла бы, конечно, этот бизнес закрыть, ну а как, кто будет закупать, допустим, у нас город строится, у нас у города перспектива просто колоссальная. Строят гаражи, строят частные дома. Я не могу идти от этого бизнеса, а поддержки у меня нет. Вот просто ее нет. Это вот это хотела заметить. И потом, Алмаз-Регионбанк, я там написала, это самый неэффективный банк, который работает на территории Нерюнгринского и Алданского района. Это я вам со всей ответственностью заявляю. На протяжении всего времени, вот Опора прекрасно знает, что я, поддерживая сама только Алмаз-Регионбанк, я сама являюсь, так скажем, клиентом Алмаз-Регионбанка, и каждый раз хочу оттуда уйти, потому что нет совместной работы с предпринимателями. Нам они не выделяют таких денег. Я хочу вам сказать, есть у меня данные, Альбина Егоровна, хочу, чтобы вы проверили, что ставка для нерюнгринских предпринимателей, она чуть выше. Мне, в общем-то, не сорока на хвосте принесла. Это я вот вам просто говорю, что так оно и есть. То есть для Якутска одни ставки, для Мирного Ленска другие ставки, а для нерюнгринских предпринимателей там другая ставка. Прошу вас, перепроверьте, пожалуйста. Ну, в общем, вот в таком эмоциональном порыве я вот высказала. Если услышат нас, вопросов очень много у нерюнгринских предпринимателей. И спасибо, что даете возможность, так скажем, хоть на этой площадке выступить и как-то высказать свое мнение. Спасибо. Спасибо, Валентина. Во-первых, очень правильно вы говорите, Валентина, да, про работу с муниципалитетами. Сейчас на сегодняшний день пока с муниципалитетами как-то у нас работа не очень хорошо налажена, и муниципалитеты еще не готовы быстро принимать решения. Так, к сожалению, да, абсолютно поддерживаю. Что касается банков, я как раз хотела на этой площадке сказать небольшой анонс. Мы планируем с Банком России провести тоже круглый стол с приглашением банков, это Сбербанк, ВТБ и Алмаз-Регионбанк, по мерам поддержки, которые анонсированы через банковскую сферу. Это кредиты для МСП, там, слышали, наверное, от 8,5%, инвестиционной деятельности от 15%, в том числе кредитные каникулы. Ну, как только банки будут готовы, сейчас пока проблема с доведением лимитов, как только банки будут готовы и будет какая-то информация, мы будем тоже уведомлять общественность и предпринимательство подключиться к этому круглому столу. И будем также очень надеяться на подписанную палату. Спасибо большое. Еще один вопрос. Значит, мы каждый раз обсуждаем такой вопрос по поводу того, что мы все-таки промышленный район, и нам бы хотелось, так скажем, получать кредиты от Фонда развития предпринимательства и на приобретение техники. Это ведь это настолько насущно, вот настолько насущно. Я каждый раз говорю, вот на каждом, когда есть возможность это высказаться, мы выделяем на оборудование, но мы не даем на технику. Мы, как скажем, Нерюнгринский район, промышленная группа, нам нужна техника, нам нужны машины, понимаете как? А фонд развития он не дает, он только может выделить деньги на какое-то оборудование там, или на сельхозтехнику, а на большегрузную технику, у нас все-таки угольная
нам нужны на самосвалы, на, не знаю, там, на погрузчики. Мы вынуждены этот лизинг брать, я про лизинговую даже говорю, мы вынуждены этот лизинг брать где-то в центре России. Вы вот вообще себе можете представить? А я когда разговаривала с лизинговой компанией, оказывается, значит, лизинговая компания работает со всей Россией и выдает, так скажем, лизинг на приобретение, значит, не промышленного оборудования, значит, вообще по всей России. А нам тогда, у нас организовано это в Якутии, а мы на что можем рассчитывать? Тоже, пожалуйста, этот вопрос, Альбина Егоровна, я его каждый раз задаю. Я когда была встреча с главой, я тоже об этом говорила. Как этот можно вопрос рассмотреть? Коллеги, можно я поясню сразу же вот этот вопрос? И вот то, что касается деятельности фонда поддержки предпринимательства, да, вот Максимов Петр Федорович здесь руководитель тоже присутствует. То, что касается региональной лизинговой компании, эта компания создана, действительно, она зарегистрирована у нас в Якутске, но она создана за счет средств корпорации МСП, то есть за счет средств федерального бюджета и регионального бюджета. Республика в этой компании занимает 25%. Деятельность ее действительно как федерального института, а региональная лизинговая компания – это федеральный институт поддержки, она осуществляется на территории всей Российской Федерации. И поскольку там действуют льготные лизинговые продукты, да, под самые низкие проценты, здесь четкая политика федерального правительства по установлению продуктов, которые предоставляются региональной лизинговой компанией. Техника, транспорт действительно там запрещено. Все остальное, другое оборудование в лизинг может поставляться. То, что касается фонда развития предпринимательства, Петр Федорович, пожалуйста, здесь. Петр Федорович, вам слово. Вы вот поднимаете руку, мы видим. Включи, пожалуйста. Да. Добрый день, коллеги. Меня зовут Петр Максимов, руководитель фонда развития предпринимательства. Конечно, мы хотим и помочь и вот горнодобывающим, да, на приобретение техники, но у нас лимит федеральный 5 миллионов. Все, больше мы не можем. У нас есть гарантийные организации. Если вы в банках обращаетесь к нам за поручительством. Можем до 70% вам закрыть. Так, следующий вопрос по торговле. Да, продукт утвержден, деньги указом приняты. Эти деньги конец марта, начало апреля должны поступить. До середины апреля, наверное, да. И каждый предприниматель сейчас должен понять, если даже вы завтра деньги возьмете, вы уже не успеете вот это на весеннее половодье. Поэтому давайте как-то успокоиться, да, по сфере торговли. Мы с завтрашнего дня начинаем принимать по этому продукту все документы. То есть, я думаю, до начала апреля мы первый пул клиентов уже одобрим. Как деньги поступят, в тот же день вы его получите. Далее будем эти 300 миллионов осваивать. Каждый должен понимать, что этих денег всем не хватит. Эти деньги выделены, чтобы наши дети, наши родители, мы сами в прилавках увидели какие-то продукты и товары, которые необходимы. Сейчас ситуация, турбулентность во всей стране. Не только у предпринимателей, у фонда, у министерства, у вас, даже в маленьком семье, скорее всего, да. Поэтому, скорее всего, для предпринимателей я бы посоветовал уже подумать, если вы там завязаны с импортными, да, за работу с другими странами, уже подумать, как дальше выживать. На самом деле все прогнозируют, что это будет длиться очень долго, все эти санкции. Поэтому правительство, скорее всего, всех, наверное, не спасет, но максимально все делается для того, чтобы бизнес как-то не пострадал и работал. Для этого и вот у фонда выделяют 300 на торговлю, чтобы еда была, и товары первой необходимости. И 219 миллионов выделяют на все акведы, которые в штатном режиме мы работали. С нашей стороны есть кредитные каникулы. Это мы должны понимать. По кредитным каникулам мы заявление принимаем в течение 5 рабочих дней, 5 календарных дней. Принимаем решение и вам даем отсрочку 6 месяцев. Что это? Если максимально все предприниматели придут, там по акведам почти 80% подпадают. Если все придут, это может быть кассовый разрыв для фонда. Сегодня каждый предприниматель должен понять, что если у вас инструмент перед банками закрылся, как финансовый, да, надо как-то отнестись к фонду уважительно и ответственно
чтобы на перспективу этот наш фонд работал. На самом деле мы же сохранили ставки на уровне 2020-2021 года. Это очень важно для предпринимателя. Поэтому если с вашей стороны будут куча лишь бы отсрочить, у нас произойдет большой кассовый разрыв. Все оплаченные ваши средства на следующий же день уходят другому предпринимателю, вашим коллегам, которые тоже нуждаются в госпомощи. Поэтому, коллеги, призываю всех подойти к этому очень ответственно и серьезно, да, потому что на перспективу, на дальнюю деятельность фонда надо сейчас думать, и мы максимально стараемся к этому идти тоже, потому что большое спасибо, конечно, предпринимателям, Министерству предпринимательства, нашему руководству, что быстро выделили такие средства. И оно, скорее всего, если так взять всю бюрократию в правительстве, да, оно очень быстро поступит. Поэтому, коллеги, давайте без паники дождемся этих денег и будем обеспечивать наше население продуктами и товарами первой необходимости. То есть надо реально думать сейчас о сложившейся ситуации на перспективу, на 5 лет, скорее всего, так и будет. Поэтому ждать, пока все санкции снимут, мне кажется, это очень нереально. Спасибо. Да, Петр Федорович, спасибо большое. Очень надеемся, что в приоритете все-таки будут наши торговые предприятия и местные товаропроизводители. Так как мы говорим об импортозамещении, если мы с импортом работали, то нам придется будет выбирать свое, то, что произвели наши производители. Да? Я хочу передать слово вам, да, Василий Николаев. Добрый день, Василий Николаев. Я внимательно послушал сегодняшнюю беседу. Сегодня не прозвучало ничего насчет страховых взносов. Вообще это собрание сегодняшнее, да, оно у нас на самом деле носит такой оперативный характер, я так понимаю. У нас в стране происходят очень серьезные процессы, и все подряд, как инициативу, оформлять, я думаю, не стоит. Прозвучали моменты, которые общебизнесовые, такие постоянные, которые были всегда. Это, я думаю, пользуясь случаем, запихивать не надо. Нам нужно тут самые острые моменты, которые могут кардинально решить ситуацию большинства предпринимателей, оформлять. В первую очередь, я думаю, для того, чтобы не было сокращения количества работников, чтобы не было сокращения штатов, необходимо озаботиться о размерах страховых взносов. На сегодняшний день это огромная сумма, и это применимо ко всем. Если мы этого не добьемся, у нас очень много сейчас будет налички, кровных зарплат. И вопрос касаемо снижения УСР, он же такой на самом деле не кардинальный. Говорят нам, что 1% станет. На самом-то деле сейчас налоговая нагрузка, если УСР доходит, то если ты вычитаешь страховые взносы, то это же 3%. Сократиться на 2%, если у кого будет это существенно поменяется экономика. У кого небольшая выручка, у кого несущественно. Поэтому 1% сделаем, очень много появится ИП, которые будут заниматься обналом всех предпринимателей. Да? По 5% там будут заниматься обналом, нормальные предприниматели будут уходить на черную зарплату. В первую очередь, я считаю, необходимо озадачиться этим вопросом. Василий, да, я вам отвечу, да, сразу, потому что у нас времени совсем мало. Почему мы не включили этот вопрос, убрали? Потому что с утра Максим Геннадьевич сейчас прокомментирует уже в федеральном властям идет предложение, да, Максим Геннадьевич, о страховых взносах, об отмене страховых взносов для местного товаропроизводства. Чтобы сохранять рабочие места. Прокомментируйте, пожалуйста, Максим Геннадьевич, о страховых взносах. Какие предложения сейчас идут на федеральном уровне? По страховым взносам такое предложение звучало, оно пока прорабатывается, его никто пока не отправлял. Надо вот этот очень насущный вопрос, который поступает от многих предпринимателей на самом деле, да? Мы понимаем, что это выпадающие какие-то доходы для республики, но это очень острый вопрос. Можно, да, я скажу? Мы от Института уполномоченного на самом деле отправили 28 предложений это уж на федеральном уровне, да, в том числе по страховым взносам снижению до 12% для всех предпринимателей. Предложение направлено, но это не значит, что оно будет рассмотрено, но, конечно, уполномоченно за каждое свое предложение готовы нести полностью и ответственность, и проводить полностью всю работу. Василий, спасибо.
Очень правильное предложение. Вот, мы уже вышли за рамки времени, сейчас должно состояться еще одно совещание в Общественной палате. Спасибо всем, кто участвовал сегодня на нашем круглом столе. Мы подготовим рекомендации к резолюции. Да? Мы, к сожалению, палата может только рекомендовать. И очень хочется все-таки отметить большую работу Министерства предпринимательства, Фонда развития предпринимательства и всех институтов. И за то, что в последнее время вы работаете с мнениями, предложениями наших предпринимателей, предпринимательских сообществ. И давайте в таком же духе координироваться, работать сообща. А тем предпринимателям, которые задавали вопросы в чате, мы все это рассмотрим, примем во внимание, подготовим документ в Общественной палате и все направим в наш ОПЕШТАБ. Спасибо большое. До свидания всем.